Экипаж команды КамАЗ-Мастер под управлением Антона Шибалова одержал победу в 8-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Российский экипаж проехал спецучасток длиной 453 километра за 3 часа 19 минут и 40 секунд. Второе и третье места заняли также экипажи КамАЗ-Мастер под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно. Общий зачет грузовиков возглавляет Сотников, следом идет Шибалов, тройку замыкает их сокомандник Айрат Мардеев. Продолжительность следующего этапа составит 465 километров. Ралли «Дакар» завершится 15 января. Россиянка Вероника Кудерметова выиграла у украинки Елены Свитолиной в четвертьфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации, который проходит в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 7-6. Эта игра стала второй в очном противостоянии спортсменок. В первом случае победу также праздновала россиянка. В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с еще одной представительницей Украины Мартой Костюк. Напомним, россиянка занимает 46-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в третий круг. Турнир в Абу-Даби завершится 13 января. Российские бобслеисты и скелетонисты выступят на грядущем чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. Об этом сообщает пресс-служба команды россиян. Также отмечается, что в случае их победы на церемонии награждения будет звучать гимн Международной Федерации бобслея и скелетона. Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до декабря 2022 года вынуждены выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна своей страны. Мировое первенство по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля. Московский «Спартак» на своем льду одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе хозяев площадки шайбы забросили Анатолий Никонцев, Илья Талалуев, Евгений Кулик и Сергей Широков. У железнодорожников отличились Андре Петерсон, Александр Дарьин и Максим Осипов. Красно-белые занимают 7-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 50 очков. «Локомотив» идет третьим, имея в активе 61 пункт. В следующей игре «Спартак» дома примет екатеринбургский «Автомобилист», а ярославцы на своем льду сыграют со столичным ЦСКА. Перейдем к событиям нашего региона. Якутский боец смешанного стиля Узаир Абдураков может провести поединок за пояс чемпиона промоушена Eagle Fighting Championship в весовой категории до 70 килограммов. Об этом сообщает ЕСИА. В данный момент чемпионом в этом весе является Мехди Дакаев, представляющий чеченский спортивный клуб «Ахмат». На счету якутянина 13 побед и ни одного поражения. Напомним, Абдураков, а также еще два якутских бойца, Октябрин Яковлев и Григорий Барашков, недавно подписали контракты с лигой, владельцем которого является непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Воспитанники детского футбольного клуба «Динамо» из Якутска стали призерами открытого турнира «Арена Евпатория Кап» в двух возрастных группах. Соревнования прошли в Республике Крым. Команда из игроков 2011 года рождения, одержав 3 победы в 5 матчах кругового состязания, взошла на 3-ю ступень пьедестала. Ребята 2012 года также стали бронзовыми призерами. Якутию также представили динамовцы 2010 года рождения, которые из 8 команд заняли 4-е место. Добавим, что сразу 3 якутянина были награждены индивидуальными призами. Так, Джилусхан Леонтьев стал лучшим нападающим, Дмитрий Елисеев был признан лучшим полузащитником, а Игнат Самсонов был назван лучшим игроком турнира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!